14 лет с конфискацией имущества. Такой приговор вынес российским ГРУшникам Евгению Ерофееву и Александру Александрову Голосеевский районный суд Киева. Их обвиняют в террористическом нападении и убийстве украинского военного. По 14 лет лишения свободы каждому. Такое решение сегодня вынес Голосеевский районный суд города Киева российским военным Евгению Ерофееву и Александру Александрову. Напомню, прокурори просили 15. Задоволені вироком чи ні? Ну, знаєте, мене таке враження, що ми свою роботу зробили добре. Як ви продали по статтям контрабанда зброї. Ну, дійсно, можливо, суди праві, але ми будемо це вивчати. Будут ли обжаловать приговор, адвокаты Ерофеева и Александрова пока не говорят. Говорят, им нужно время для того, чтобы изучить документы. Закон предоставляет нам 30 дней. Мы можем в пределах 30 дней обдумывать, определяться с позицией и работать. Нам только огласили приговор. Пока у меня нету копии приговора на руках. Более того, переведенного приговора нету на руках у моего подзащитного. Пришли на судебное заседание и родственники Надежды Савченко, мама и сестра Вера. Был здесь также и ее адвокат Илья Новиков. Моей подзащитной Надежды Савченко имеет значение то, что последние месяцы обсуждается, в том числе и на официальном уровне обсуждается обмен ее на Александра Ерофеева. Это станет возможно после вступления приговора в законную силу здесь, в Украине. И сейчас я надеюсь, что мы с моими украинскими коллегами, с защитниками Александра Ерофеева, обсудим возможные согласования действий защиты по обоим делам, с тем, чтобы наши подзащитные могли как можно скорее, если будет принято такое решение властями России и Украины, быть обменены друг на друга. Вона й написала, я оприлюднювала, що вона, так як вона там бореться за себе і за цих. Вона казала, що її обурює, її, там, якщо вона там якось їхня поведінка занадто зухвала, то вона робить їм свободу. Свободу це відносно, Росія це вся в'язниця. Я переконана, що в цих людей в Росії не дуже добре майбутнє. Теперь у адвокатов Александрова и Ерофеева есть 30 дней для того, чтобы обжаловать приговор и подать апелляцию.